Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Каждую неделю по несколько раз в день. Так приставы наведываются к злостным неплательщикам. Если призывы к совести не помогают, то приходится конфисковывать имущество. Чаще всего татарстанцы идут к должникам по алиментам. Татарстанцы задолжали своим детям больше 2,5 миллиардов рублей. Взыскать удалось только пятую часть. Увеличилось количество лиц, привлеченных к административной ответственности, и составило 3005 граждан. Достигнута положительная динамика по количеству возбужденных уголовных дел о взыскании алиментов. Им возбуждено 991 уголовное дело. Сейчас в республике 20 тысяч должников-алименщиков. Большинство мужчин, каждый 8-й женщина, чаще не платят в городах. Из 100 производств 30 исполнительных производств – это лица, которые находятся в розыске. 25 граждан – это люди, ведущие аморальный образ жизни, уже не работающие. Масштабная работа по взысканию алиментов началась после поручения президента Рустама Минниханова в 2018 году. Тогда сумма долга достигла 3 миллиарда рублей. И сейчас эта задача номер один. Если женщина, в данном случае в большинстве, не уверена в том, что в случае каких-то неприятий в семье не сможет обеспечить ребенка, то, естественно, как можно говорить о демографии? Почему проблему не удается искоренить, спросили мы у казанцев. Наверное, сейчас безработных родителей очень много, поэтому, может быть, и денег не хватает. Просто избегает этого, не хочет отдавать. У нас вообще не очень принято соблюдать законы, да, то есть, наверное, это все-таки дело совести, личное дело каждого. Налоги, штрафы ГИБДД и коммунальные платежи. Жители предпочитают не платить, а оказаться в списке должников. Приставы возбудили больше 1000 уголовных дел, взыскали 16 миллиардов рублей. Это на 4 больше, чем в 2018-м, и это при нехватке кадров. Мы отмечаем высокую нагрузку, с которой вы вынуждены работать. В 2019 году на исполнении находилось 2 миллиона 850 тысяч исполнительных производств. Нагрузка на одного судебного пристава исполнителя возросла и составила почти 6 тысяч исполнительных производств. Правительство просит усилить работу по взысканию заработной платы. Компании должны своим сотрудникам 87 миллионов рублей. В прошлом году приставам удалось добиться выплаты 162 миллионов, в том числе работникам фермы в Камско-Устинском районе. В конце декабря был наложен арест на имущество должника в виде зерна. В январе месяце запланируем реализовать данные арестованные имущества. Счет с реализацией арестованного имущества в полном объеме будет погашена задолженность работникам данной организации. Среди ключевых задач на 2020, как отметили на коллегии, более эффективная борьба с должниками. Рамиль Галиуль, Надель Мендубаев, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.